Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Азербайджан, Турция и Узбекистан обсудили совместные проекты в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции по итогам второй встречи трехстороннего формата между Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном в Анкаре. В ходе обсуждений стороны подчеркнули большой прогресс в экономическом сотрудничестве, торговле, в сфере инвестиций и транспорта. Затронуты также были проекты в сфере возобновляемой энергии. Джейхун Байрамов отметил, что регион имеет особое значение с точки зрения транзита и логистики. У нас состоялся детальный обмен мнениями по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в частности, по увеличению объема пропускной способности с 1 до 5 миллионов в прошлом году, по увеличению грузоперевозок по Бакинскому торговому порту с 15 до 25 миллионов, а также по ряду других проектов. Мы также обсудили огромный транспортный потенциал региона, который охватывает обширную географию и соединяет Каспийское, Черное и Средиземное моря. Новые возможности для экономического сотрудничества в более широком формате играет в том числе и восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, заявил Джейхун Байрамов. Именно через этот регион прокладывается новая артерия среднего коридора Восток-Запад, и его большие перспективы очевидны, уверен он. Глава МИД высоко оценил роль Турции и Узбекистана в восстановлении Карабаха. Министр также рассказал о важности завершения работы по мирному соглашению с Арменией. При обсуждении всех вопросов в рамках контекста было отмечено, что завершение работ над мирным соглашением является важнейшим приоритетом. Однако территориальные претензии и реваншистские тенденции в отношении Азербайджана, все еще сохраняющиеся в Конституции Армении и ряде других нормативно-правовых актов, являются поводом для беспокойства. Однако, несмотря на это, Азербайджан продолжит свои конструктивные усилия в этом направлении. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан выступает за урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, согласно резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Министр также подчеркнул важность достигнутого в Газе прекращения огня и отметил положительную роль Турции в происходящих в Сирии процессах. Третья по счету трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана пройдет в Баку, сообщил турецкий министр Хакан Фидан на пресс-конференции. К тому же в Баку пройдет 12-й официальный саммит Организации тюркских государств. В этом году в Венгрии пройдет неофициальный саммит Организации тюркских государств, а в Азербайджане пройдет 12-й официальный саммит этой организации. Мы надеемся, что решения, которые мы приняли сегодня, будут иметь успешные результаты. Фидан подчеркнул, что двусторонние отношения Турции с Азербайджаном и Узбекистаном находятся на очень высоком уровне. Говоря о ситуации в Сирии, он подчеркнул, что восстановление страны после ухода режима Асада создаст новые возможности для региона. Фидан добавил, что Турция способствует миру, процветанию и стабильности в регионе. Вопросы географического положения и транзитный потенциал трех стран затронул и глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов. Он отметил, что тесное сотрудничество в этой сфере не только обеспечит стабильность грузоперевозок, но и приведет к созданию новых транспортных коридоров, удовлетворяющих потребности глобального рынка. В то время как Турция и Азербайджан на сегодняшний день играют роль западных ворот среднего коридора, Узбекистан выступает как стратегический пункт, подобно древнему шелковому пути. Тесное сотрудничество в этой сфере не только обеспечит стабильность грузоперевозок, но и приведет к созданию новых транспортных коридоров, удовлетворяющих потребности глобального рынка. По итогам заседания была подписана Анкарская декларация. Она включает в себя всесторонний комплексный план действий, направленный на укрепление сотрудничества в сфере транспортной и региональной коммуникации, обязательство поддерживать совместные меры против попыток, наносящих вред суверенитету и территориальной целостности, призыв к повышению эффективности и конкурентоспособности среднего коридора, поддержка работ по восстановлению и разминированию на освобожденных территориях Азербайджана и другие. Жаля Гусейнова, CBC. Президенты Узбекистана и Кыргызстана договорились о продвижении совместных проектов, направленных на созидание курортно-рекреационных центров. Неформальная встреча глав государств состоялась в курортном комплексе Амирсой в Ташкентской области Узбекистана. Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также по вопросам международной политики и регионального взаимодействия.
его словам, отечественные грузоперевозчики уже используют этот маршрут для поставки товара в Европу. «Мы сегодня стоим на пороге введения в эксплуатацию дороги Север-Юг, что открывает хорошие перспективы», — сказал он. Данный транспортный коридор позволяет перевозить товары из Кыргызстана в Туркменистан в порт Туркменбаши, а затем через Каспийское море в порт Алят для дальнейшей транспортировки в Европу или в Астрахань. Это железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан, которая закладка была 27 декабря прошлого года. В ближайшие 5 лет планируют строительство этого железнодорожной ветки и планируют 10-15 миллионов тонн в год перевозить по этому маршруту. Также, если мы говорим о этом направлении, те автомобильные магистрали по востоку-западу, которые проходят через территорию Азербайджана, это европейский маршрут номер 60, который начинается в французском городе Брест, заканчивается именно на границе Кыргызстан-Китай в городе Иркештан. И по этому маршруту также увеличились автомобильные перевозки. Также есть еще, как мы знаем, Кыргызстан горная страна, и имеются железные дороги на юге и на севере, но между ними нету связи. Первоначально было решение соединить восток и запад гораздо коротким путем. Это автомагистраль Север-Юг, которая строилась в очень сложных условиях. Где-то за 10 лет они построили, в прошлом году закончили. И думаю, вот новая железная дорога, она также даст возможность на будущее соединить север Кыргызстана с югом, тем самым связать страну и дать возможности выходить на разные мировые рынки. Транспортные коридоры, маршруты, они взаимодополняющие. Иметь не один выход, а несколько выходов, это делает тот регион и все вот эти транспортные маршруты более привлекательным. При разных сценариях можно перенаправить транспортные потоки с одного маршрута на другой. Чем больше они между собой связаны, это делает привлекательной каждую страну по этому маршруту. И думаю, что нужно работать в командном составе, и все вот эти страны, они будут от этого выигрыши. Имеем, да, один маршрут через Казахстан полностью, и также ответвление идет через Узбекистан, выход на Туркменбаши, и новый вот этот маршрут Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан также будет дополнять объем груза в наше направление. Для Азербайджана важно, потому что увеличивается значение не только Азербайджана, а всего Южного Кавказа. И если мы смотрим с той перспективы, то, что какие инфраструктуры у нас имеются в регионе, и если мы добавим некоторые элементы, добавим некоторые пути, которые были разрушены, я думаю, в очень коротком расстоянии мы увидим увеличение грузопотока в наше направление. И, в принципе, уже новости в нашем регионе об этом уже это доказывает, так как уже начали первичные работы на территории Турции по мобилизации строительной компании по проекту Карс Ихдыр-Дилюджи, граница Азербайджан. В Нахчеване планируют модернизировать в этом году уже железные дороги. В этом году также закончится тот проект Хорадис-Ахбанд, который вот 5-й год уже он, в принципе, строится, и там остались один из сложных участков, это около Ахбанда, новые искусственные сооружения строятся, длинные мосты, тоннели, и это все в этом году, в принципе, планируют закончить. И это открывает для нас новые возможности и делает нас более привлекательным. Также это внутри Азербайджана очень важно. Почему? Потому что те производства, которые находятся по этим дорогам, это дает выход, очень короткий выход на мировые, скажем, рынки.
Торговые отношения между Китаем и США имеют огромное значение для мировой экономики. Несмотря на растущую напряженность между двумя странами, эксперты с осторожным оптимизмом смотрят на будущее китайско-американских отношений при президенте Дональде Трампе. Я осторожен, потому что напряженность между США и Китаем сейчас как никогда высока. Однако я настроен оптимистично. Если посмотреть на тот период, когда Дональд Трамп был у власти, он действительно встретился с Си Цзиньпином в Китае. Они также встречались в Японии. И насколько я могу судить, у них были отличные переговоры, и, похоже, их отношения были довольно хорошими. Я надеюсь, что две мировые сверхдержавы смогут работать вместе, чтобы сделать мир лучше, станут хорошими торговыми партнерами. Некоторые американские компании подтвердили свою уверенность в китайском рынке. Поскольку Пекин занимает все более важное положение в глобальных цепочках поставок, а благоприятная местная политика открывает новые возможности для иностранных инвесторов. В Китае есть полная цепочка поставок от сырья, от разработанных компонентов и устройств до услуг. Благодаря этому мы можем сократить время выхода на рынок на 70% и в то же время добиться значительного снижения затрат, чтобы мы могли лучше обслуживать местные рынки. Эксперты отмечают, что американские инвестиции в Китай за последние десятилетия улучшились как по масштабу, так и по структуре. На сегодняшний день более 70 тысяч предприятий США вложились в Поднебесную, используя все больше возможностей, возникающих в результате политики реконструкции жилых зданий и масштабного обновления оборудования. Цепочки поставок США и Китая тесно переплетены практически во всех секторах, включая новые энергетические транспортные средства, фармацевтику, информацию и телекоммуникации, а также сельское хозяйство. Например, 90% мобильных телефонов в США импортируются из Китая, как и 80% бытовой электроники и телевизоров. Один из первых американских бизнесменов, вышедших на китайский рынок, считает, что разрыв не произойдет. США и КНР тесно взаимосвязаны. Этого не произойдет. Мы слишком переплетены и взаимозависимы. Американские компании заработали здесь, в Китае, большие деньги, миллиарды. Так что это настоящие фантастические возможности для компаний. Разрыв этих связей может привести к негативным последствиям для обеих стран, уверены эксперты. Успех сотрудничества будет зависеть от готовности США и Китая к компромиссам и поиску общих интересов. Смогут ли две державы договориться и сотрудничать в этом сложном мире, покажет время. Чистая энергия переживает стремительный рост, а солнечная фотоэлектрическая энергетика становится ключевым элементом глобальной зеленой трансформации. Джун Баошень, председатель крупнейшего в мире производителя солнечных модулей LONGi Green Energy, прогнозирует дальнейший ускоренный рост отрасли. Мировая мощность солнечной энергетики уже превысила 2 тераватта. Этот результат демонстрирует значительное ускорение. Первый тераватт был достигнут за 68 лет, тогда как второй всего за 3 года. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мощность солнечной энергетики удвоится до 4 тераватт к 2030 году. Однако я уверен, что к этому времени показатель превысит 5 тераватт. Помимо солнечной энергетики, компания активно инвестирует в развитие водородной энергетики и зеленого метанола. Эти технологии играют решающую роль в декарбонизации транспортного сектора. Зеленый метанол может сократить выброс углекислого газа на 95%. Он предлагает новый взгляд на рынок топлива и представляет собой новый путь к созданию устойчивых отраслей промышленности. Мы убеждены, что для полной декарбонизации нам понадобится не только электричество, но и экологически чистое жидкое и газообразное топливо. Водород является ключом к созданию зеленого метанола, который может поддержать усилия по снижению углеродного следа в глобальных масштабах. Несмотря на значительный прогресс, Джун Баошень указал на существующие торговые барьеры, связанные с расширением компаний зеленой энергетики. По его мнению, некоторые страны стремятся к локализации производства солнечных панелей, что может препятствовать международному сотрудничеству. Однако он подтвердил важную роль Китая в ускорении глобальной трансформации зеленой энергетики. Я думаю, что большинство стран открыты для использования экологически чистой энергии, поскольку компании, работающие в сфере зеленой энергетики, расширяются на международном уровне. Однако некоторые страны хотят иметь местное производство солнечной энергии, что может создать торговые барьеры. В настоящее время Китай является основным игроком на мировом рынке солнечной и ветровой энергии. Будь то технологии или производственные мощности, Китай внес самый большой вклад в глобальный переход к зеленой энергетике.
Быстрые темпы роста солнечной энергетики, развитие водородных технологий и международное взаимодействие создают условия для устойчивой глобальной энергетической системы. При поддержке таких лидеров, как LONGi Green Energy, мировое сообщество приближается к реализации целей по сокращению выбросов углерода и переходу к возобновляемым источникам энергии. За последние годы в Казахстане экспорт цифровых услуг и продуктов вырос в 20 раз. По прогнозам профильного министерства, его сумма в этом году может достичь $700 миллионов. Основную роль в продвижении играет Астана Хаб. Число его резидентов составляет около 1500 компаний. В Казахстане создаются благоприятные условия для привлечения крупных международных IT-компаний и зарубежных специалистов. Их основная часть – это зарубежные компании, которые приняли решение переехать в Казахстан. Как итог, мы получаем новые рабочие места не только в крупных городах, но и в регионах, плюс приток нового капитала в виде экспортной выручки. Для цифровых кочевников в Казахстане запустили новые программы для получения вида на жительство. По мнению иностранных специалистов, Казахстан может стать глобальным центром притяжения IT-номадов. Об этом они рассказали на форуме «Новые шелковые пути в эпоху геополитической напряженности и климатических изменений», прошедшем в Астане. Политологи отметили, что особенный интерес представляет динамика отношений между тремя регионами – Западной Азией и странами Персидского залива, а также Юго-Восточной и Центральной Азией. Это регионы возможностей. В последние годы отношения между их странами ускоряются. Это новый шелковый путь, и большая часть населения мира живет внутри такого треугольника. Казахстан находится на его вершине, и я бы порекомендовал позиционировать себя именно так. Кроме того, в Казахстане также активно привлекают мировых разработчиков для подготовки кадров в IT-секторе. К примеру, международная компания-разработчик IT-систем для поставщиков услуг связи NetCracker уже несколько лет обучает казахстанцев. В проекты корпорации, которые работают сетевыми технологиями и инновациями, вовлечены студенты нескольких университетов из разных регионов страны. В Казахстане NetCracker уже 3 года. С начала 2022 года. Страна выбрана не случайно, а благодаря благоприятным условиям ведения бизнеса. В Казахстане наши сотрудники работают в 2 регионах. Во-первых, это Алматы, около 900 сотрудников, и наша жемчужина, город Уральск, 400 сотрудников. Наши люди, наш персонал – это нанятые в Казахстане IT-инженеры с техническим образованием, также выпускники и учащиеся старших курсов крупных вузов. Премьер-министр поручил Министерству цифрового развития поддержать разработчиков, а также совместно с акиматами разработать дорожную карту по поддержке региональных IT-хабов. Таких компаний надо побольше нам привлекать, развивать. Более 1000 человек работает. Это уже серьезный вклад в целом, то есть меняется среда вокруг, меняется экосистема, ментальность людей меняется, то есть высокотехнологичный IT-сектор, специалисты соответствующие, компетенции совсем другие. Поэтому вот в этом направлении надо работать. Министерству цифрового развития до конца марта поручили завершить работу по созданию и лицензированию управляющей компании «Казахстан Венчур Групп» и поставили задачу оцифровать все процедуры для научных и исследовательских работ. Глава правительства отметил, что соответствующая платформа уже есть. Это повысит востребованность казахстанских инновационных разработок и поможет им выйти на международные рынки. Пользуясь случаем, мы в сегодняшней программе вас познакомим с известной как в Кыргызстане, так и в Турции курортной зоной Кушадасы. Прежде чем рассказать о Кушадасы, позвольте представить вашему вниманию беседу с губернатором провинции Айдын, которая входит в состав этого района Кушадасы, Явузом Селимом Пожгером. Hoş gördük sizleri. Bugün sizin misafirinizdeyiz. Türkiye topraklarındayız. Bizim dede baba topraklarımızda, bizim güvenç yerimiz olan Türkiye'mizdeyiz. Burada sizleri görmekten çok mutluyuz. Bugün biz Aydın şehrindeyiz, değil mi? Evet, Aydın. Aydın hakkında neler anlatabilirsiniz efendim?
Evet, Aydın, hoş geldiniz öncelikle Aydın'a. Aydın Türkiye'deki 81 vilayetten birisi. Ege kıyılarında. Губернатор тепло принимал нас и приветствовал наших кыргызстанцев. Я рад приветствовать вас. Хочу познакомить с провинцией Айдын. Провинция Айдын в Турции – это небольшая область на побережье Эгейского моря между Измиром на севере, Денизли на востоке и Муглой на юге. Численность населения около 2 миллионов человек. В составе провинции Айдын 17 районов. Провинция Айдын знаменита инжиром, крупнейшей в Турции площади инжира. Айдын является ведущим производителем инжира в Турции и экспортером сушеного инжира во всем мире. Ежегодное производство Турции примерно 50 тысяч тонн сушеной ягоды. Почти все из Айдына. Здесь выращивают 271 сорт фиговых деревьев. Выращиваются также фрукты, оливки, зерно, хлопок, табак. У нас есть рекордное количество оливковых деревьев – 250 миллионов. Айдын производит маслины из разновидностей мемичик, мансалья и гемлеке, а также каштаны, хлопок, цитрусовые, арбузы и другие фрукты. Месторождение медных, железных и мышьяковых руд, лигнита, бурого угля, текстильная, пищевая промышленность, производство цемента. В провинции Айдын 22 античных города. Годовая средняя температура 15-16 градусов тепла. Даже в зиму сохраняется теплая погода. Климат характерен для региона Эгейского моря. Очень жарко летом. Основными источниками дохода являются сельское хозяйство и туризм. В туристическом плане провинция интересна прежде всего как древний регион в долине реки Большой Мендерес или Меандр по-гречески, со множеством развалин античных городов и прочими историческими древностями. Также привлекают сюда туристов многие природные объекты данной области. Главный город провинции Айдын имеет 550 отелей и интересен прежде всего расположенными неподалеку античными городами Тралес и Тирал. На побережье Эгейского моря находится знаменитый курорт Кушадасы с птичьим островом, хорошими пляжами и отелями, круизным портом и античными развалинами Неаполис и Пигела. К югу от Кушадасы, около города Давутлар, находится национальный парк Дилек с нетронутой природой, дикими животными и милыми уединенными бухточками. Также на побережье находится знаменитый курорт Дидим с античными развалинами храма Аполлона и прекрасным пляжем Алтынкум. В районе города Сёке расположены остатки античных городов Приена, Милет, Иосос, Миус, красивое озеро Бафа и морской мелководный залив Карина. В центре провинции находятся города Герменджик, Ортаклар, Инжир-Леова, Кочарлы и Кёшк с античными руинами городов Магнезия и Артасия. На юге провинции города Карпузлу и Чине с античными Алабанда, Герга и Алинда, Меандра. Türkmenistan'dan 350-450 yıl önce gelmişler bizimkiler. Gelmiş Konya'ya yerleşmişler. Bizim hepimizin Anadolu'daki Türklerin, Türkmenlerin, Yörüklerin kökeni ortası. Несколько слов о себе и о дружеских отношениях между Турцией и Кыргызстаном. По национальности я туркмен. Мои предки 450-500 лет тому назад переехали в Турцию. Они обосновались в Конье. Откровенно могу сказать, что исторической родиной наших предков, юрюк-туркменов, является Средняя Азия. Одна часть разместилась в Азербайджане, другая часть в Анатолии. Мы, турки, узбеки, кыргызы, азербайджанцы, казахи, уйгуры, исторически имели общее происхождение. Мы один народ, живущий в 6 странах. Мы гордимся этим. Сердца наших турецких братьев будут биться в унисон с нашими сердцами, как в печали, так и в радости. Мы будем прилагать совместные усилия для защиты наших общих интересов, для обеспечения благоденствия наших народов. Для этого у нас имеется достаточная политическая воля. Все это, конечно, умилительно и трогательно. Мы живем на родине всего тюркского народа. Как сказал Ататюрк, придет время, когда все тюрки объединятся. Поэтому я хочу поприветствовать всех тюркоязычных братьев. Мы друзья с вами. Между Алтаем и Средиземным морем больше 200 миллионов братьев живет. Если мы все объединимся, то мы будем очень эффективной силой в мире. Я, когда читаю на кыргызском, казахском, узбекском, 90% понимаю, потому что корни слова одинаковые.
Я знаю, что у вас прекрасный город Бишкек, столица Кыргызстана, замечательная цветущая столица. Богат Кыргызстан природой и чистым воздухом. Просто изумительная природа у вас. Это страна больших возможностей. Кыргызстан – родина моего любимого Чингиза Айтматова. Я с любовью прочитал его романы, книги, чувствовал себя, как, образно говоря, в Иссык-Куле, на железнодорожной станции и в холодной зимушке. Хочу отметить, что люди Кыргызстана очень теплые, радушные, дружелюбные и гостеприимные. Я очень рад встретить вас, мои кыргызские братья в провинции Айдын. Aynısını orada bizim kardeşlerimiz ne yapar, ne seviyorlar. Bizim amacımız. Уважаемые телезрители, как вам обещали, познакомимся с Кушадасы, курортом на западе Турции на Эгейском побережье, в 90 километрах к югу от Измира и в 71 километре от города Айдын. Он является административным центром одноименного района. Численность городского населения 70 тысяч человек, района около 100 тысяч. Boyların görem alayım seni, boyların görem sarayım seni. Boylarım görüp neyleyen beni, selvide söğüt gördüğün yok. Кушадасы переводится как «птичий остров», поскольку рядом находится остров, где гнездятся птицы. Сейчас он связан с материком насыпной дорогой. Gözlerin görem alayım seni, gözlerin görem sarayım seni. Gözlerim görüp neyleyen beni, dağlarda ceylan gördüğün yok. Gözlerin görem alayım seni, gözlerin görem sarayım seni. Gözlerim görüp neyleyen beni, dağlarda... Курорт является популярным местом для пляжного отдыха и имеет всю инфраструктуру с отелями, ресторанами, барами, дискотеками, рынками и магазинами. Много водных развлечений, дайвинг, аквапарки, Адалант и аквафэнтези. Часто устраиваются яркие шоу-программы, наполненные национальным колоритом. Благодаря удачному расположению отсюда можно отправиться на экскурсии в Эфес, Милет, Измир, Дидим, Пергам, Трою, Иерополис и Памуккале. Кушадасы известен своими минеральными источниками балчова, которые лечат кожные заболевания и имеют омолаживающее действие. Ey acem kızı, buyur efendi, dudağın görem alayım seni, dudağın görem sarayım seni. Dudağım görüp neyleyen beni, bahçada kiraz gördüğün yok. Dudağın görem alayım seni. История Кушадасы насчитывает несколько тысячелетий. Многие археологические находки свидетельствуют о том, что в этих краях 5000 лет назад жил народ Лелеги. С XI века до нашей эры здесь селятся первые древнегреческие племена, в IX веке ионийцы. Тогда город был известен как малозначительный порт, обслуживающий суда, плавающие вдоль побережья Эгейского моря.
Komşu kızına zapt eyle. Yaylalar yaylalar, bizim oğlan aşıktır. Dulo yaylalar. В 546 году до нашей эры его завоевали персы, а с 334 года до нашей эры Александр Македонский подчинил всю Анатолию, в том числе и это место. История круто изменилась в начале Средневековья. Кушадасы начал быстро развиваться, достигнув своего расцвета, стал крупным портом и торговым центром. Его рост продолжился и после захвата этих мест Османской империи в 1413 году. Турки построили много интересного, например, караван-сарай Мехмед-Паши, сохранившийся до наших дней и являющийся значимой достопримечательностью. Nereden gelirsen balıdız. Sen git de ablan gelsin. Duramıyorum yalnız. Duramıyorum yalnız. С 70-х годов прошлого века история связана с туризмом. Стали строиться отели, рестораны и другая инфраструктура, превратившая город в популярный курорт, куда ежегодно приезжают тысячи туристов, в том числе и из России.
Посетите городские торговые центры. Квартал Калиичи является центром отдыха и развлечений города. Современно оборудованная гавань привлекает яхтсменов. Пляж Тусан-Куштур севернее Кушадасы – один из самых чистых пляжей.